Осталось 5%. Остался 7%. И позиция знакомых укладывать в отзыве на полтора. Но почти на было на 9 дальше. Вот за 2000. 14 читал. Ради более а вот это я согласен. Я школу получать не учусь, 45 тысяч. Я тоже получаю 30. Я возьму,
Я смотрю, хотела бы, конечно, завтра тоже присутствовать, но у меня сегодня. Да, я смотрю, потому что наша Татьяна Григорьевна выступает. Вот наша приедет. Ой, Выключить, да? Да. Уважаемые участники семинара,
В связи с тем, что пленарное заседание несколько затянулось, активно обсуждались вопросы, связанные с изучением родных языков. В связи с этим методическая площадка, методическое сопровождение этому содержанию общего образования начнет свою работу через 10 минут. Спасибо. Все. Телефона, что придешь, просто так просто. Театра 17:30 мы должны все много. На бабушку на 4. Не 17 часов там не поняла? Кыша сейчас за полчаса до бабушки на 4 поняла. А нет, поняли. Нет, бесплатно, да, все включено. Ставлю, да, конечно. То есть подходим к документу, я Да?
Кого есть презентации? Так, выступающие еще не покажется. Сейчас я спрошу. Кто у нас выступает? Выступаете? Нет. Сегодня мы посмотрим. Так, выступающие. Вы еще не видели никого. Вы выступаете, нет? Ольга. Вы выступаете? Тоже. Презентация есть, пожалуйста. Сейчас я помогу. Саша, ну помогите, сами нажимаете. Так, кстати, может быть, да, ваша презентация, если кто-то увидит, видишь, я такого увидит, да, есть, нет, не доклада, статья. Статья должна быть по этим требованиям. Вдруг каждый слово что-то будет. Давайте дальше. Да, и Саша еще сами, да? Молодой человек, да. Покажет, значит, откроете, и вот тут такой же будет. Рабочий стол находится, поэтому я не знаю. Ну, главное, чтобы выключать. Разберемся, мы сразу же установим. Я думаю, даже я могу согласиться. Нет, я сама буду нажимать. Сами говорите, да? Мы просто установим, вам покажем, где нужно нажимать. А доклады соответственно, да? Не доклада, статья, статья, да. А доклад потом уже сразу отправите, или вам сразу оставить? Кузнецова. Я четвертая. Я четвертая. Кузнецова Ирина Андреевна. Нет, мы по-другому. Саша, я вторая, да. Первая. После Галины Владимировны. Так что перестраивайтесь. Сразу же. Так, еще проходит. Вы выступающие, да? Будете выступать? Нет, даже было нет. Так, больше нет выступающих, чтобы сразу не презентации. Нет, я себе литература. Я записала литературу.
А ты спецогласил, да? Спецогласил почти? Может, надо зарегистрировать члена? Так, Светлана, все начинает, больше никого нет. Чего-то нас мало.
Так, все на свои места. Кого с кем не виделись, добрый день. Продолжает работу международная конференция «Родные языки в двуязычия». Как наша секция называется, вы все знаете, да? У вас есть программы. Приветственное слово предоставляется директору Института развития образования Галине Владимировне. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Республики Коми, субъектов Российской Федерации. Я приветствую вас от лица всего коллектива Республиканского института развития образования. И хочется, конечно, пожелать, чтобы работа нашей с вами совместной секции стала основой для выстраивания не только каких-то совместных мероприятий и событий в области этнокультурного образования, но чтобы результатом именно стала проработка тех инновационных подходов в изучении родных языков, родной литературы в условиях двуязычия, которые в дальнейшем могут определить для нас именно тот фактор, что создаются в Республике Коми, в других субъектах инновационные площадки. Потому что действительно сегодня вы стали участником международной конференции функционирования родных языков в условиях двуязычия. Это не случайное наименование конференции. Мы сегодня действительно понимаем, что участниками образовательных процессов являются различные элементы всего нашего государственного, общественного пространства. Это органы исполнительной власти нашей республики, это общественные организации, это наши волонтерские движения. И, конечно же, нам очень важно, что в Комреспубликанском институте развития образования, который осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности всех инновационных процессов в системе образования, функционируют республиканские методические объединения, которые действительно стали именно той формой консолидации всего профессионального сообщества в Республике Коми, благодаря которому, наверное, определяется именно формат нашего взаимодействия, определяется та методика преподавания, которая в настоящее время является актуальной и в каком-то плане инновационной. Но самое важное, что именно в Институте развития образования работают авторы учебников по родным языкам и по родной литературе, а также авторы учебников по предметам этнокультурной направленности. И сегодня именно на нашей площадке будет представлен опыт нашей республики, но нам важно, что мы формируем те профессиональные траектории нашего совместного развития, которые позволяют развиваться Российской Федерации. Я очень благодарна, что на площадке сегодня присутствуют представители Ямало-Ненецкого округа и Ханты-Мансийского округа. Мы очень благодарны тем, кто выбрал нашу площадку, но я хочу вас проинформировать. Сегодня к нашей площадке подключены все муниципальные образования нашей республики. Их 20. И вы должны понимать, что каждое ваше выступление, обсуждение, оно является публичным. И мне уже сообщили, что уже более 200 подключений именно к вашей площадке. У нас стоят камеры, которые демонстрируют сегодня работу научно-методической площадки. Вот, уважаемые коллеги, вы можете обращаться не только к тем, кто сегодня у нас в очном режиме работает, но и к тем, кто готов вам задать вопрос. Поэтому, уважаемые коллеги, кто за пределами данной площадки, я прошу в нашем чате задавать вопросы, которые вас интересуют, которые определяют для вас профессиональные задачи, с которыми, может быть, вы не справляетесь, либо вам нужен какой-то совет. Сегодня действительно с нами работают ученые, методисты, эксперты в области этнокультурного образования Российской Федерации. Нам очень важен ваш статус. Вы действительно эксперты Российской Федерации.
И я хочу вам пожелать, конечно, плодотворной работы. Я думаю, что вы действительно найдете те точки соприкосновения, которые позволят нам решать задачи, которые стоят перед нами, как перед системой образования, и вырабатывать государственную политику в области поддержки родных языков, родной литературы, именно на основании ваших рекомендаций, потому что действительно профессиональное сообщество Республики Коми, других субъектов Российской Федерации – это то сообщество, которое является экспертом. Поэтому я желаю вам удачи именно в проведении такой научно-методической экспертизы тех материалов, которые будут представлены. Коллеги, вам удачи. Мы с вами работаем сегодня, еще завтра работаем. Да, еще работаем завтра. Я думаю, что я буду посещать вашу площадку. Я очень надеюсь, что сегодня вы получите профессиональное удовлетворение от той работы, которую вы будете все вместе организовывать и реализовывать. Удачи! Всем спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Так, значит, у меня несколько объявлений сначала. Дальше, значит, вы получили программу, а программа у нас будет несколько другая. Порядок выступлений. Порядок выступлений будет другой. Пожалуйста, при регистрации вы получили другую программу, да? Посмотрите. Значит, сегодня мы будем в основном слушать доклады, связанные с коми языком. Родной, неродной и так далее. Мы так планируем. Завтра мы продолжаем работу с 9 часов. И будет все доклады, связанные с литературой. Литература, неклассная работа и краеведение. Краеведение. Это завтра. Но если у нас будет время и не все докладчики, то, видимо, кто-то будет выступать и раньше, да, сегодня. Возможно, какие-то замены. Это первое объявление. Второе. Значит, все ваши доклады в виде статей будут опубликованы. И, пожалуйста, посмотрите требования к статье, к оформлению статей в ваших папочках. Есть, да? Вот по этим требованиям должны быть у вас оформлены. И особенно те, которые приехали к нам, да, не уезжайте, не оставляя здесь статьи ваши. Статьи. Чтобы опубликовать. Вот по этим требованиям. Ну, когда будут они изданы и так далее, мы точно не можем сейчас сказать. Но все будут опубликованы. Причем солидные публикации. Так, начнем нашу работу. Значит, время сколько? 15 минут даем, да? До 15 минут. Раньше больше. Так, значит, после вы сразу задаете вопросы. Слушаем мы 3 доклада, и будет кофе-пауза. Мы недавно ели, мы еще отдохнем. Вот. Ну, а мы должны закончить к 5 часам, да, 5 часов, даже раньше немножко, чтобы к 5 часам успеть на 17:30. 17:30, значит, 5 лет. Так, первый доклад. Кузнецова Ирина Андреевна, пожалуйста. Учитель языка и литературы Керченской школы, да? Республика Коми. Так, доклады сами будете, да? Тему доклада. Скажите, а помочь презентация может? Так, тема. Предметная декада – одна из форм сохранения и развития родного языка в школе из опыта работы. Так, я гостей не представила. Здесь у нас присутствует представитель Министерства образования. Пожалуйста, Сергей Иванович, если какие-то будут вопросы, пожалуйста. Не всегда бывает на площадке представитель из Министерства образования. Ну, остальных я, наверное, не буду представлять, да? Так, пожалуйста. Бурлун, Дома Йортиас, Уджи Йортиас. Вы сами будете, да? Да, я сама. Моя тема выступления – это предметная декада, одна из форм сохранения и развития родного языка из опыта работы. Сохранение и развитие родного языка – важнейшее направление государственной политики. Если язык функционирует, то живет народ, который им пользуется. Если исчезает язык,
то исчезает и сам народ. В наше время актуальным является воспитание и общение подрастающего поколения к своей национальной культуре через языковую среду. Любой народ беспокоится о сохранении родной речи, которая является важным условием изучения и передачи следующему поколению духовного наследия предков. Школа, реализующая национальный и региональный компонент, имеет большое значение в возрождении этнокультурного образования. В Малкирчемской СОЖ коми-язык изучается как родной язык с 1 по 9 класс, и коми-литература как родная изучается с 1 по 11 класса 100%, что порадовало нас, потому что предыдущие годы у нас были, которые изучали как неродной. Коми-язык в нашем селе Кирчоме Успаломского района является повседневным языком общения. Ежегодно в нашей школе проводится предметная декада по коми-языку и литературе. Данная декада является одной из традиций школы. Предметная декада – одна из форм сохранения и развития коми-языка, литературы, культуры, истории родного края. Цель декады – это сохранение и развитие языка, формирование любви к коми, родному языку, повышение интереса обучающихся к духовному и культурному наследию своего народа. Задача проведения декады – создать благоприятную атмосферу для сохранения и популяризации родного языка как носителя культуры, истории своего народа, создание условий для реализации творческой активности участников, создание ситуации успеха, повышение педагогического мастерства учителей коми-языка и литературы. Предметная декада проводится в соответствии с планом работы школы. План подготовки и проведения предметной декады рассматривается на заседании методического объединения учителей и утверждается директором. Участниками являются учителя, преподающие коми-язык и литературу, и другие педагогические работники, в том числе учителя начальных классов, старшая вожатая, библиотекарь, классные руководители. Обучающиеся с 5 по 11 классы, но в последние годы охватываем учащихся первых-четвертых классов по развитию направления преемственности между начальным и основным образованием. Родители, жители села Кирчоме, приглашенные. При проведении декады коми-языка и литературы используются различные виды и формы работы. Хочу поделиться с некоторыми мероприятиями, которые мы проводили в рамках декады за последние годы. Итак, это встречи с писателем Республики Коми Алексеем Вячеславовым Поповым, краеведом Василием Дионисевичем Поповым. Хочу сказать, что заранее созваниваются нам, что приятно, что помнят о нас. Мы их с удовольствием приглашаем, и дети с удовольствием общаются с ними. Тима Веня Скаштула. Конкурс чтецов стихотворений Вениамина Тимофеевича Чисталева. Литературный марафон по произведениям Вениамина Тимофеевича Чисталева. Данное мероприятие вызвало интерес, прежде всего, учащихся младшего звена. Почему-то вот. И им особенно нравится стихотворение про природу, про родной край. Литературный вечер по произведениям Савина. Данное мероприятие проходило у нас в Доме культуры. Пришли родители посмотреть на своих детей. Даже задавали вопросы, потому что рассказывала о факте, когда Виктор Савин приезжал к нам в село, воспоминания о селе Кирчоме Виктора Савина, вот это у них вызвал интерес. Музыкальная программа «Шилыштам да ёктыштам». Данная программа мероприятие было проведено для родителей, обучающихся, опять же, в Доме культуры. Значит, первая часть состояла из того, что пели песни под баян, песни высвечивались на экран, чтобы не думать слова песни, а вторая часть, то есть следующий час работы, была у нас коми-дискотека. И с удовольствием родители приняли участие, было пожелание повторить еще раз. Поэтому я думаю, что у них
просьбу мы выполним. В рамках декады мы обязательно проводим уроки, открытые уроки для коллег. Вот один из уроков. Сама провожу уроки с применением современных образовательных технологий. Вот провела в 8 классе по система деятельностного подхода Трипанваш. Могу уджалыш, чем я кутал, аски алум юлыш мы палыш, кипа туямор. Конкурс ребуса проводим, конкурс рисунка по произведениям коми-писателей. Шушик ясен коланлун и аслыс пылыслун. Занимательная игра. Опять же, у детей вызвал интерес, потому что нашлись пословицы, которые созвучны с русским языком. Литературный марафон. Комик гижиш яслыш медрадитана кыбур яслыддя. Данный литературный марафон проходил целый день. Во время перемен учащиеся, опять же, учителя, работники школы выразительно, громко читали стихотворения. Свои любимые стихотворения коми-поэта. Коми-ворсомьяс. При проведении данного мероприятия проводила игры, именно коми-народные игры. Даже вот игра гиш-гиш, горань, и так далее, да, дети не знают, современные дети этого не знают. А проводя с ним вот такую игру, им понравилось. Пыль-почкуд есть. Это мероприятие я проводила в прошлом году. Меня мучает вопрос. У нас отсутствует музей в селе. И хотелось бы организовать, и получилось, я так думаю, что выставка экспромт одежды и домашней утвари жителей села Керчомя начала и середины 20 века. Люди откликнулись, учащиеся приносили, вот у нас тут плохо видно, прямо написано, кто предоставил, информаторы написано. И детям это трудно понять, даже одежду не воспринимают. Потрогав их, жесткая же ткань, потрогав, они воочию ощутили, может быть, те неудобства, материал, вот то, что, так сказать, он жесткий материал, но и это показывает, что характер человека, может быть, у коми-человека присутствует вот эта не жесткость, а может быть стремление к чему-то вот. Да, да. И вот все-таки я думаю, что я уже сделала кабинет в этом году. Думаю, что в течение года будем собирать этот материал для музея. Но это, конечно, уже выйдет за пределы декады, но ничего страшного. Значит, традиционно проводим школьные олимпиады по коми-языку и по коми-литературе и выдвигаем победителей на муниципальный этап олимпиады. Еще одной из традиций школы в рамках декады является выезд старшеклассников и учителей драматический театр имени Виктора Савина в театр фольклора в город Сыктывкар. При приезде труппы со спектаклями в Искулон выезжаем в район. Практикуются выездные спектакли театра фольклора в наше село. В ходе просмотра спектаклей наши учащиеся встречались с народным писателем Геннадием Анатольевичем Юшковым. Это было в 2009 году. Сама привозила детей. И они, мальчики, ко мне подошли, спрашивают: а вот, говорит, Геннадий Анатольевич, можно с ним поздороваться? Говорю, подойдите, поздоровайтесь. Спектакли на родном языке детям лучше понятен. При возможности с учащимися также выезжаем с экскурсиями в этнографический музей города Сыктывкара. Очень хороший музей есть у нас в Искуломской средней школе. Выезжали и к ним.
Экскурсии в музее в наше время способствуют размышлению об историческом прошлом своего народа, о нелегком труде и быте. Разнообразные мероприятия, проводимые в рамках декады коми-языка и литературы, побуждают интерес к чтению художественной литературы на коми-языке. Чтение – важнейший фактор сохранения и развития коми-языка. В рамках декады пропагандируют чтение художественных произведений Геннадия Юшкова, Ивана Торопова, Василия Григорьевича Ладыгина и других, которые не входят в школьную программу. Проектно-исследовательские технологии на современном этапе образования проходят активно. В связи с этим проводится работа по разработке презентаций и проектно-исследовательских работ обучающихся по краеведению. Успешно провели работу учащиеся над проектами Кунва, Кань, история села Керчомья, история церкви села Керчомья Иоанна Предтечи, история школы, строительство коми-избы, бикин журналы Коминво, Йылыга, Челябинский журнал. Данные проекты учащиеся публично защищали на школьных конференциях, муниципальных и республиканских мероприятиях. В мероприятиях активно участвовали обучающие, состоящие на разных формах учета. Для них важно создать ситуацию успеха. Ребята в дальнейшем с нетерпением ждали следующего мероприятия, особенно коми-ворсамес. Они потом бегали за мной еще 2 дня, давайте еще и еще. Итогом всей проделанной работы является закрытие декады. На этом этапе очень важно продемонстрировать лучшие номера, удачные работы, отметить самых ответственных и талантливых учеников, наградить победителей конкурса. Таким образом, родной язык, коми или коми-литература, как учебные предметы, востребованы в нашей школе. И хорошо организованная и спланированная предметная декада дает учителям коми-языка и литературы возможность развить индивидуальные способности учащихся, углубить и расширить знания о коми-языке и литературе, пробудить к изучению родного языка и литературы, воспитать чувство патриотизма и чувство уважения к своему родному языку, культуре, истории своего народа. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Что, хотите? Мне кажется, хорошо, если в Керчомье будет что? Музей, да, музей. Потому что, вот, как вы говорите, такая большая серьезная работа. А музей это как пожарные вы не запретили только. А что, проблема? Уголок какой-нибудь. Вопросы, да? Да, Ирина Андреевна, вы говорите о том, что вы проводите большую работу по сохранению и развитию родного языка именно в вашей школе. У меня к вам такой вопрос. Принимаете ли вы участие в республиканских мероприятиях? Да, приезжаю. Принимаем и приезжаем. Да, Какие олимпиады? По исследовательским работам приезжали и занимали призовые места. Скажите, вот на первый год уже проходит конкурс чтецов. Слышали о таком конкурсе? Слышала. Да, по случаю я вас приглашаю 22 ноября в Министерство образования и КИРО будет проводить конкурс чтецов, посвященный творчеству Савина. Юбилейной дате. Поэтому ваши талантливые дети могут принять в нем участие. Хорошо, спасибо. 22 ноября. Будете об этом говорить, да? Еще вопросы есть? Так, нет вопросов. Может быть, потом возьмем. Спасибо большое. Следующий докладчик у нас Галина Александровна Корейская. Сохранение и развитие коми-языка и культуры, вообще образовательная организация. Министерство, да? Усть-Куломский. Это Усть-Кулом. Причем я тоже ведь, да? А это да, тоже. Так что Усть-Куломский район выступает сразу. Что-то не вижу. Так, вот все. Lice Olanı Pütük'tana Komi-Voytır, Vuj-Voytır, Меуджала Куламден районын, Веладан управлением методистен, Носиджай Уджала, Веладышен, Куламден школан, Тычка Менесурмен, Пичуватна теория бокшань туда, именно помик Веладен зануачами практика, ачами и почешны сещай, веки бокшанис, мод бокшанис, туда что именно
Мияны шуранку веледемсе. И вижте, что куча пуктама миян комиков веледемес Уландын района. Простите, у вас доклад будет на русском языке, да? Потому что Да, у нас говорите, есть гости, да, которые да. не понимают коми языка, Да. извините. Бьется так. Иначе не поймут, у нас гости есть. Тая кылны кыллы, аслан люлюдынын. Сиеменам вунас сымын чебанынын. Тая кыллы шмичсы, щелымын накылы. Имя медвоч сыран, нюжгеникан щулы. Стихотворение Ивана Алексеевича Куратова, на мой взгляд, наиболее полно выражает актуальность темы моего выступления. На современном этапе сохранения и развития коми-языка важно не только на уровне республики, но и в нашем районе. В районе насчитывается 26 общеобразовательных организаций, изучающих коми-язык как предмет. Это с 1 по 9 классы. С охватом 2480, это в процентном отношении 78,3% от общего количества учащихся в районе, 3168 учащихся. В Деревянской, Зимстанской средних школах, Донской начальной школе, Деревянская, Зимстанская средняя школа и начальная Донская школа полностью перешли на изучение коми-языка как неродного. В Искуломской средней школе изучение коми-языка как родного с охватом 19 человек ведется только в стиле Кушба с 1 по 4 классы. В Уснемской школе коми-язык как родной изучается с 1 по 9 классах, коми-язык как неродной в 6-9 классах. Потому что в Уснемскую школу приезжают и с поселка Смолянка. Они изучали там именно коми-язык государственный. И как мы вышли из ситуации, что мы как бы и проводим в Уснемской школе, изучают как родной, коми-язык как родной и как неродной. На основании запроса Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Управлением образования были проведены мониторинги ситуации по выбору родителями обучающихся общеобразовательных организаций учебных предметов родной коми-русский язык, родная коми-русская литература, литературное чтение на родном коми-русском языке и учебных предметов этнокультурной направленности. По итогам последнего мониторинга установлено, что на территории Искуломского района с 1 сентября 2018 года изучают коми-язык 954 человека, государственный коми-язык 1827, литературное чтение на родном коми-языке это 1-4 классы 402 учащихся, родная коми-литература 599. Такая ситуация создалась по нескольким причинам. Первая причина – это сокращение контингента учащихся. Вторая причина – к сожалению, не все родители хотят, чтобы их дети изучали коми-язык, так как считают изучение коми-языка невостребованным. Третья причина – это отмена обязательных экзаменов по коми-языку в 9 классе и коми-литературе в 11 классе. Четвертая причина – это самостоятельность образовательной организации по разработке и утверждению учебных планов на основании закона об образовании. Поэтому образовательные организации выбирают и переходят на учебный план с изучением коми-языка как неродного. Несмотря на вышеуказанные трудности, Управлением образования и администрацией общеобразовательных организаций ведется определенная работа по реализации закона Республики Коми о государственных языках Республики Коми. Разработан план мероприятий по сохранению, развитию и популяризации коми-языка на 2018-2020 годы.
В октябре 2017 года было создано муниципальное методическое объединение учителей комязыка и литературы. В течение учебного года были проведены 4 методических объединения и 1 семинар для учителей комязыка и литературы. На заседаниях были рассмотрены множество интересных вопросов. Были обсуждены и перспективные направления муниципального и республиканского методических объединений учителей комязыка и литературы на 18-19 учебный год. Хочу еще добавить, что здесь, именно в этом зале, находится и мой помощник, сопредседатель Уляшева Татьяна Владимировна, учитель комязыка и литературы Помоздинской школы, и тоже член метода объединения комязыка и литературы Ирина Андреевна. Они могут подтвердить, что действительно у нас методические объединения проходили очень живо, очень живые, интересные и, можно сказать, полезные. И я, конечно, им очень благодарна, да и другим моим помощникам, которые именно работая в данном методическом объединении, они такие идеи они действительно предлагают. И не просто это идеи, а мы их как бы, да, все это мы воплощаем. Именно и реализуем. Я бы такое одна не смогла сделать. И вот это благодаря моим помощникам, благодаря всем учителям комязыка и литературы нашего Исламского района, так скажу. Цели выявления и развития учащихся творческих способностей и интереса к научной исследовательской деятельности, языку, истории и культуре Коми-края ежегодно в районе проводится Олимпиада по комязыку и национально-региональному этнокультурному компоненту. В марте 2018 года проведен муниципальный этап республиканской олимпиады. Принял участие 71 учащийся из 12 средних и 3 основных общеобразовательных организаций. Впервые было предложено участвовать на всех этапах олимпиады учащимся 8 классов. Высокие результаты по числу победителей и призеров муниципального этапа республиканской олимпиады показали учащиеся Усть-Куломской, Помоздинской, Пожегодской и Ручевской школы. Высокие результаты на региональном уровне показали 9 учащихся нашего района. В октябре 2017 года прошел республиканский конкурс творческих работ, посвященный юбилейным датам 3 коми-поэтов, народных писателей Республики Коми: Геннадия Юшкова, Владимира Кимина, Василия Ладыгина. В конкурсе приняли участие 8 учащихся Пожегодской, Вочинской, Помоздинской школ. Конкурс включал в себя очную и заочную форму участия. По итогам очного этапа призерами стали 2 участника конкурса Вочинской средней школы. По итогам заочного этапа было предложено провести интернет-голосование среди 10 участников на приз межрегионального общественного движения Комивойте. Победителем с наибольшим количеством голосов, 228 голосов, стал Роман Игнатов, ученик 10 класса Помоздинской средней школы. Управление образования ежегодно проводит для учащихся 5-11 классов литературные конкурсы на коми-языке. По итогам конкурса творческих литературных работ победители проходят учебу на семинаре юных филологов, проводимые Финно-Угорским культурным центром Российской Федерации. В прошлом учебном году в 17-летнем университете юных филологов обучение прошли 2 учащихся Помоздинской средней школы. Что хочу сказать в дополнение именно по литературным конкурсам в нашем районе. Я 10 лет назад перешла в управление образования. До этого я работала в Усть-Куломской средней школе и проводила литературные конкурсы только на базе Усть-Куломской средней школы, потому что мне эта работа нравилась.
И сын мой пишет, и дочь, можно, ну, дочь тоже пишет, и прозу, можно, и стихи. И когда я перешла в управление образования, я уже говорила, что именно эта работа мне нравилась. Я охватила весь район. И поэтому начала проводить уже литературные конкурсы на муниципальном уровне. Дети показали, и действительно не только это меня поддержали и учителя комязыка, литературы, и дети сами, что и получилось так, что вначале, конечно, каждый год, но в последнее время все равно мы это через год проводим этот литературный конкурс. Детям нравится. И начали у нас даже обижаться русскоязычные дети, потому что им тоже сказали, что мы тоже хотим участвовать в данном конкурсе. И поэтому в последнее время мы проводим литературные конкурсы не только на комязыке, но и на русском языке тоже. И включаются именно русскоязычные дети. Выпускникам 9 классов при получении основного общего образования предоставляется право выбрать экзамен по родному языку или родной литературе. В 2017-2018 учебном году государственный выпускной экзамен по комязыку как родному и как неродному сдавали 80 учащихся из 12 общеобразовательных организаций, что на 31 человек больше в сравнении с прошлым годом. Прогноз на текущий год – 86 человек. Абсолютное большинство выпускников показали хорошее владение языком. 86,3% от общего числа участников справились с заданиями на хорошо и отлично. Вот эти цифры говорят не только о результативности работы учителей комязыка и литературы, но и о том, что учащиеся заинтересованы в сдаче экзамена по родному комязыку. Совет Усть-Уломского землячества в городе Сыктывкар учредил именные стипендии школьникам Усть-Уломского района за особые успехи в изучении комязыка как родного. Первые стипендии по 3000 рублей были вручены членам Общественной палаты региона, заместителям председателя Совета землячества, также нашей землячкой, уроженкой поселка Верхний Ярошью, Раисой Васильевной Шаховой. В 2017 году ученицам Помоскинской средней школы Люции Пашниной и Ольги Шомусовой, кстати, Люции, села Скородом на фото слева, глубокое изучение и знание комязыка не помешало получить 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Незадолго до своего трагического ухода Раиса Васильевна прокомментировала такое решение. Эта идея возникла у нас после январской поездки в район, когда на круглом столе обсуждали проблемы изучения в районе комязыка как родного. К сожалению, количество детей, изучающих комязык как родной, сокращается. Родители не видят перспектив изучения комязыка. Данная стипендия призвана не только мотивировать ребят прилежно учить комязык как родной, но и показать значимость изучения языка. Это своего рода инвестиции в дело сохранения языка и культуры народа коми в целом, его уникальности. Кроме того, стипендия будет хорошим подспорьем для сельских семей. В 2017-2018 учебном году стипендии имени Раисы Шаховой получили учащиеся Пожегодской, Вочевской и Ручевской средних школ. В целях выявления и поддержки талантливых учителей, демонстрации распространения педагогического опыта, развития творческого и профессионального потенциала был проведен конкурс методических разработок среди учителей комязыка и литературы. На конкурс представлены материалы по 3 номинациям: методическая разработка урока, методическая разработка внеклассного мероприятия, педагогический проект. Также был реализован
реализован проект «Республика Коми» «Хронос» средствами инфографики для учащихся педагогов общеобразовательных организаций. Темы инфографики должны были исходить из темы проекта: личности, населенные пункты, династии, районы и так далее. Одна из задач проекта – это отражать в электронном виде результаты работы образовательных организаций в области этнокультурного образования. В данном проекте участвовало 13 человек. Победителями вышли 6 участников, это 4 педагога и 2 учащихся. 21 февраля – Международный день родного языка. Региональная общественная организация «Союз Коми молодежи МИ» и межрегиональное общественное движение Коми Войтер 4-й год подряд проводит всеобщий диктант на коми-языке. В 2015 году в Усть-Коломском районе было охвачено более 200 человек, в 2016 году около 300 человек, в 2017 году более 400 человек, в 2018 году 482 человека. Среди них методисты, специалисты и бухгалтеры управления образования, учителя, учащиеся и технические работники общеобразовательных организаций, работники культуры и других организаций, и пенсионеры. 8 и 9 февраля 2018 года в селе Ижма впервые стартовал межрайонный фестиваль мастер-классов по сохранению коми-языка, культуры и традиций коми-народа. Межрайонный фестиваль мастер-классов среди педагогических работников Республики Коми собрал около 200 учителей, воспитателей и методистов из Усинска, Сосногорска, Сыктывдинского и Ижемского районов. Среди приглашенных были и мы, представители от Усть-Коломского района. Родной язык называют языком матери. И для каждого из нас с ним связаны добрые детские воспоминания и первые мысли, мамины слова, бабушкины колыбельная и забота. И сейчас, в период глобализации, необходимо делать все возможное для сохранения родных языков. А для меня, для многих из нас родным языком считается коми-язык. Поэтому я хочу вернуться к теме своего выступления. Чтобы коми-язык не уходил из школы, нужно сохранить. Далее развивать изучение коми-языка, культуру и традиции коми-народа. Как сказал Ушинский, народ жив, пока живы его культура и язык. Берегите его, цените, передавайте своим детям. Так, вопросы, пожалуйста. Да, Сергей Иванович. Да. Вербальный творческий мод-слайд, там где причины, о причинах вы говорили. Да, сейчас. Да. У меня этот же вопрос был. Да, ага. Так, интересная причина отмены экзаменов. Что это за это обязательно, она имеется в виду обязательный экзамен, такого же нет по выбору. Раньше же был экзамен обязательно. Не решила. Последний Самостоятельность общеобразовательной организации по учебный план. Вот немножко раскройте, пожалуйста, что вы говорите. Если раньше учебные планы как бы, ну, конечно, сейчас с нами тоже с управлением разом согласовывается, сейчас имеют общеобразовательные организации сами разрабатывать, утверждать свои учебные планы, сами, без нас. А почему это является причиной того, что сокращается? Почему? Нет, это не в одно целое, это по отдельности, Сергей Иванович. Да, Вы привели причины. Причина, ну вот я и говорю, сокращение контингента. Понятно, да? Что дети уходят, движение очень большое. Отказ от изучения коми-языка как неродного. Все понятно. Да. Просто по новому учебному плану, да, по которому сейчас мы изучаем, да,
Там для школ с изучением родного языка идет 2 часа родного языка и 1 час родной литературы. И вариативной части, это вариативная часть на усмотрение образовательного учреждения родителей, учащихся. Во многих школах в нашем районе, как насколько я знаю, например, да, выбрали уже, нет, вариативную часть выбрали не по язык родной, скажем, да, в каких-то школах 2 часа так и оставили, где-то взяли на коми язык и литературу по 0,5, как мы, например, в нашей школе, да, а где-то взяли на общество, знания, на математику, на другую предметы. Соответственно, если раньше у нас было во всех школах одинаковое количество часов, то сейчас получается, что где-то изучает 2,1, где-то 2,5-1,5, как и было, как бы, да. Поэтому с этого учебного года вот такое расхождение у нас получилось. То есть решает сама образовательная организация. Вот. Это, наверное, не А нет. Да? это последствия. Да, это уже последствия, так получается. Спасибо. Отец, Еще вопросы нет? Нет вопросов? Так, ну ладно, раз мы начали с Усть-Коломского района, мы продолжаем слушать Усть-Коломских, да? Не против? Потому что, да, заслушаем мы последний, то есть перед кофе-паузой доклад тоже Усть-Коломского району. Татьяна Владимировна Уляшева, да. Значит, учитель комьязской литературы Помоздинской школы, да, имени Чисталева. Но у меня там в докладе немножко другая тема, но она перекликается немножко, у меня тема изменилась, и она перекликается немножко с докладом Ирины Андреевны, поэтому как бы более или менее, может быть, будет уместно. Очень быстро пошло, я, наверное, не кинула, но немного, ничего страшного. Итак, музейные уроки. Что-то у меня не так пошло здесь. Так, это у меня немножко, это самое, другую презентацию оказалось перекинула, но ничего страшного, она немножко по времени только. За последние десятилетия значительно возрос интерес людей к изучению своих исторических корней, национальных, родовых, культурных. Закономерным результатом этого стала активизация краеведческой работы. Появилось большое количество центров народного творчества, туристических объединений, клубов, увеличилось и число музеев. Все больше музеев организовывается в школах. Музей сельской школы – это уникальное, пока еще недостаточно изученное явление. Для него характерна комплексность, одновременное присутствие разных направлений деятельности. На сегодняшний день тематическая направленность сельских музеев связана чаще всего с историей села, школы, где расположен музей, жизнью и творчеством знаменитых земляков. Надо отметить, что музей сельской школы – это самостоятельное явление социальной и культурной жизни, притом не только школы, но и села. Именно таким в настоящее время является Помоздинский школьный краеведческий музей, основоположниками которого являются учителя с большой буквы Поликсения Васильевна и Александр Васильевич, Иона Васильевич Игнатовы, а также Александр Васильевич Уляшов, народный учитель СССР. Именно они с помощью других учителей, учеников и их родителей в 1963 году открыли школьный музей. Прежде всего следует отметить, что музей нашей школы создавался и создается сегодня всем миром. Инициированный, как правило, педагогами, он находится в центре самого пристального внимания всех членов сельского социума. Активно занимаясь поиском, дети вовлекают в работу по сбору экспонатов, формированию музейных коллекций родителей, дедушек и бабушек. Они расспрашивают своих близких о событиях прошлых лет, приглашают их на школьные встречи, узнают о реликвиях, хранимых в семьях, составляют генеалогического древа своего рода. В сельской школе, как ни в одном другом образовательном учреждении, складываются благоприятные условия для того, чтобы ребенок выступал не в роли потребителя продукта музейной деятельности, но в качестве его активного создателя. Узнавая прошлое близких людей, отыскивая и изучая старинные предметы, школьники перестают быть беспристрастными наблюдателями, а личностно-ценностное переживание истории родного края, своих предков, приводит человека к осознанию себя участником исторического процесса. Таким образом, музей сельской школы является реальной основой патриотического воспитания подрастающего поколения. Отметим, что наиболее разработанным направлением на базе музея являются организации и проведение кружковых занятий, общешкольных мероприятий, конференций, бесед, классных часов и экскурсий.
Дополнительно надо отметить, что учебная работа – это область, которая на практике медленнее других видов деятельности интегрируется с возможностями музейной педагогики, хотя основная задача школьного музея – помощь школе в учебной и воспитательной работе. Музей сельской школы имеет все предпосылки к тому, чтобы стать одним из центров учебно-воспитательных усилий педагогического коллектива школы, способным объединить разные сферы образовательной деятельности. Мне кажется, что очень ценным представляется опыт педагогов, который включает элементы краеведения в содержание урока систематически и целенаправленно. Это легко осуществимо в школах, где накоплен богатый местный материал. Считаю, что именно при опоре на краеведческий материал, как на основе изучения темы урока, возникает новое самостоятельное и самодостаточное явление – музейный урок. Это не урок-экскурсия, а именно урок в музее. С учетом специфики каждого предмета, входящего в школьную программу обучения, можно предположить различные методы использования краеведческого материала на уроках. Наиболее широко музейный материал можно использовать на уроках коми-литературы. Это и сочинения, изложения, рефераты, сообщения учащихся по школьному программному материалу, основанные на учебно-исследовательских работах краеведческого характера, иллюстрация сюжета изучаемой темы справками от жизни родного края, из жизни родного края, подтверждающими достоверность описанного, систематизация произведений фольклора данной местности, изучение, анализ произведений местных авторов, встречи с земляками, поэтами, писателями, участие в литературных чтениях, конференциях, посвященных родившимся или жившим в данной местности писателям, поэтам, филологам прошлого, экскурсии по памятным местам, связанным с литературой, составление литературных карт района. Хочется отметить, что мы постоянно применяем местный краеведческий материал села Помостина на уроках коми-литературы. Это история России, Республики Коми на примере села Помостина. Это у нас памятники культуры республиканского значения, дом классика коми-литературы Тима Вениамина Чисталева, могила учителя Алексея Шомусова, которого расстреляли белогвардейцы, и другие памятники, находящиеся на территории села. Стало уже традицией проводить экскурсии по селу с разной тематической направленности. В 5 классе, например, мы всегда проводим урок экскурсия по селу Помоздино, останавливаемся именно в те места, где жил и обитал, так скажем, Вениамин Тимофеевич Чисталев. Более с старшими классами, где уже есть произведения религиозные такие, вот в 9 классе, например, Евгения Козлова, про Стефана Перовского там стихов есть. Мы уже изучаем святые места. Это, получается, церковь, которая Успенская у нас была, новый храм Дмитрия Спасского. Потом есть крест поставленный Дмитрию Спасскому, которого убили в 18 году белогвардейцы, и поставили памятный крест. И это мы считаем святыми местами. Гражданская война в селе Помостино. С учащимися 7 класса, изучив рассказ Вениамина Чисталева «Шолгасы», по воспоминаниям очевидцев гражданской войны, учащиеся пытаются восстановить картину тех далеких лет. Печально, но в Помоздино была убита Домна Каликова, героиня гражданской войны. У наших детей есть уникальная возможность находиться в той комнате, где белогвардейцы вели допрос Домны. Именно в том кабинете находится и краеведческий музей. Пройти последний путь от героини от штаба белогвардейцев до места гибели. Это лишь малая часть всего того, как проводим музейные уроки. Ценность литературного краеведения в том, что оно, расширяя знания учеников о родном крае, прививает им любовь и уважение к истории и культуре коми-народа, истории края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. Подавляющее большинство учебных предметов можно и нужно проводить в контексте краеведения, используя разные методы подачи краеведческого материала. Все зависит от сельского школьного музея и желания учителей и предметников. Из этого следует, что музейный урок может быть самостоятельным явлением в учебно-воспитательном процессе каждой школы, каждого учебного заведения. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Да, Татьяна Владимировна. Да. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за очень интересный и содержательный доклад. Дело в том, что я занимаюсь краеведением, поэтому мне эта тема очень интересна. И хотел бы вас поинтересоваться. Татьяна Владимировна, какое-то есть звание в музее? То есть есть звание, например, народный музей? Нет. Пока нет, Нет. да? Только школьный краеведческий музей, вот это
с 1963 года. Он раньше располагался в одной комнатушке, как бы, да, вот, а теперь уже два отдела, там есть краеведческий, где история села, людей, там разные, вот и Бивень Мамонта есть, и про метеорит Помоздина, который находили в 68 году, по-моему. И там есть большие папки вот этих всех работ, там все собраны, поэтому вот, когда по гражданской войне, вот я уже сказала, да, я детей отправляю, говорю, вот, там есть папка, говорю детям, да, вот вы идете туда, вы папку изучаете, вот есть вопросы, и вот они по этим вопросам уже по этой папке создают доклады. Никакого звания пока нету. У нас есть очень хорошая идея, вот если у нас школу достроят, и у нас это здание, вот, которое историческое, там у нас обучаются 5-6 классы, чтобы вот это все, это дом, старинный дом купца Езекииля Порушкина, которого тоже раскулачили, вот, и вот в гражданскую войну там был штаб офицера наверху, бежал этот как Порушкин наверху, а внизу там были, ну, белогвардейцы, так скажем, обитали в гражданскую войну. И у нас очень большое желание такое, чтобы вот это здание полностью сделать музеем. А так пока никакого знания. Идея очень интересная, потому что, ну, да, конечно, если у нас школа, если все у нас будет хорошо, когда-то мы перейдем в новую школу. Да, мне очень понравилось, что действительно весь музейный фонд, да, ну, ученики сами принимают участие, активное участие в повествовании музейного фонда. Да, конечно. Да. И вот в городе Сыктывкаре, школа номер 3, там тоже есть Тиньковский народный музей. Королева Елена Николаевна мне рассказывала, что как они долго добивались вообще этого звания, чтобы они получили звание Народный музей, и они добились этого за счет того, что вот, приложили документы о том, что действительно ученики помогали. Там нужно какие-то необходимые сведения о количестве музейного фонда, а у вас, я смотрю, очень много единиц его. Там очень много действительно единиц, а вот чтобы вот этот народного добиться, что это что дает? У нас вот на голом энтузиазме. У нас этот музей и живет на, так скажем, на голом энтузиазме. Там на полставки сейчас работает педагогом дополнительного образования Александр Васильевич Шебарев. Как бы, ну, по совместительству и с детьми работает, кружок литературный ведет. Там целый день здание, этот музей открыт. Дети 5 и 6 классы на каждой перемене находятся там. Вот, например, шеф-турнир мы проводим там, чтобы детям более атмосфера была. Кроме уроков литературы мы там проводим, вот, скажем, в 5 классе, разговариваем о том, как выращивали хлеб. Дети, я уже тоже не знаю, как это все происходит, а там есть все эти предметы, и чем зерно выбивали, скажем, да, гюр, ступа, и это палка, это все там есть, да, и мы вот это все показываем. Но до этого заранее я детям всегда даю задание, а вы дома узнайте, что вы сделали, ну, как раньше выращивали, они вот приходят, рассказывают, а потом дома же этих предметов уже нету, да, и вот мы начинаем, а давайте поищем, что вы думаете, вот где этот предмет находится, скажем, да. В 6 классе историзм изучаем. Это архаизмы, да, это идем прямо в музей, теория в классе была, на практике, на следующем уроке идем уже в музей, все это ищем, они вот как бы, вот там, они все трогают, Александр Васильевич, пускай потрогает, пускай увидят, это все, вот это там закрепляем, да, и, конечно, мы, больше всего, конечно, мы пользуемся музеем. Татьяна, а экспонаты до сих пор еще пополняются, да? То есть вы до сих пор занимаетесь да, дети приносят. У меня вопрос. У вас в миниатюре были. Это кто? Это Александр Васильевич сам. А почему детей не привлекает? Ну, конечно, и дети тоже так. Там постоянно дети крутятся, там всегда дети есть. Дети приносят. Если узнаем, скажем, где-то кто-то старый дом разобрал, еще что-то, да, там это уже все, уже сразу бегом туда, дети что-то приносят. То есть интерес традиционной культуры детей. Конечно. Они потом, у нас дома ведь это тоже есть. Да, у нас дома это есть. Я говорю, а что у вас дома будет пылиться, не заметить, как вы его выбросите? Давайте уже сюда приносите. И вот так пополняется. Спасибо. Спасибо, Искуловский, молодцы. Теперь небольшая сейчас пауза. Кофе-пауза будет в 323 кабинете на 3-м этаже. И после этого у нас как выносить сразу. После кофе-паузы. Я думаю, не уменьшится количество. Все вернемся через 15 минут. Те, кто не знает, поднимайтесь по лестнице и налево. По лестнице и налево. Так, идемте. Только если она выступит на дорогу, да? Хорошо.
Оскар я сделал
были дома, сейчас Модератор Владимир Телевизия Ивановна. Регистрационную лист темы написали коллеги. Нет, там не Подкрепились немножко, да? Немножко подкрепились, народу стало больше и меньше. Да? А как вас представляется? Нет. Что-то включу, что Вы Ну что, мы продолжаем нашу работу. Значит, в 5 мы должны закончить, поэтому я думаю, мы успеем еще послушать 3 доклада. Да? Сейчас мы слово предоставляем Людмиле Николаевне Панченко. Она научный сотрудник Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок. Вот такой интересный есть институт, да? Нам Панченко Людмила Николаевна. Тема моего доклада звучит как использование дидактического и раздаточного материала в целях активизации познавательной и мыслительной деятельности. Извините, пожалуйста, потому что идет запись, и вы туда встанете, туда, чтобы вас видели. А это, наверное, как? Будем держать? Давайте обратно тебя подвину. Записи все. Сейчас хорошо. Вот так. Будете показывать. Сейчас видно, да? Выступление мое совсем касается не совсем той темы, которой я заявилась. Я больше хотела познакомить с той литературой, которая издается в нашем институте. С введением ФГОС второго поколения серьезно стал вопрос о духовно-нравственном воспитании обучающихся. И одной из приоритетных задач духовно-нравственного воспитания школьников является воспитание ценностного отношения к прошлому своего народа и к своей родине. Формированием таких ценностей в наибольшей степени, как я считаю, занимается предмет краеведения, родные языки и история. Включение материала, содержащего элементы познания родных корней, способствует формированию у детей интереса к обучению, учит их наблюдать окружающие явления и в то же время позволяет учителю четче конкретизировать учебный план. Вместе с тем изучение родного края дает учителю надежный инструмент для реализации государственного образовательного стандарта. Все хорошо. Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и вырабатывать желание найти ответы. А значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению.
вот именно с нехваткой дополнительной литературы столкнулись школы нашего округа, именно сельские школы нашего округа. Так как если в городе можно найти для них любую литературу, для них там каких услугам предоставлено интернет, то интернет не всегда доступен в наших сельских школах. И именно малокомплектных национальных школах год от года сталкиваются с проблемой нехватки учебной литературы, в том числе дидактического и раздаточного материала. И наш институт занялся решением этой проблемы. Одной из задач нашего учреждения – знакомить детей с традициями, историей и культурой родного края, заниматься развитием и сохранением родных языков. На протяжении последних лет нами было создано более 100 учебно-методических и дидактических пособий и книг для детей. Среди них есть занимательные грамматики, я как бы принесла для показа, олимпиадные задания, тесты, азбуки, книги для детей и детские книжки. Например, в нашем научно-исследовательском отделе «Мансийская филология и фольклористики» издаются детские книги. В прошлом году вышла серия детских книг, называется «Устное народное творчество для детей». Там, если вы захотите, посмотрите. Они у нас издаются на 3 языках: на мансийском, русском и английском, что подойдут для учителей мансийского языка и учителей английского языка. Также детские книжки, помимо нашего мансийского языка, выходят на хантыйском, ненецком. Они у нас все трехязычные. Также ввели практику перевода этих наших детских книжек на финский и венгерский языки. Также было бы очень хорошо, если мы бы сотрудничали с вами, и мы могли переводить не на коми языки, что это будет для более широкого круга. Одним из сотрудников нашего отдела разрабатывается картинный фразеологический словарь для дошкольного и младшего школьного возраста, тоже на 2 языках, на мансийском и русском. К концу года мы планируем его закончить и выпустить. В одной из командировок по нашему округу мы посетили Нижние Нарыкари. И так получилось, что в педагогическом составе, помимо коренных жителей Ханты и Манси, там в педагогическом составе состоят калмыки. И они подошли к нам и предложили такую проблему, выдвинули, что раз они калмыки, они со своей традицией, культурой знакомы, а вот по культуре Ханты и Манси у них практически ничего нет. И мы также пошли к ним навстречу и по краеведению издали материал. Краеведение, дидактический материал по предмету краеведения в помощь учителю. Он состоит из 7 разделов. Вопросы и задания составлены в форме игр, ребусов, кроссвордов, сканвордов, головоломок, что будет повышать интерес детей, притягивать внимание. Так, а второй... Это для учителей или для учащихся? Нет, это именно для учителей, именно с помощью учителя, да. И занимательная археология, научно-популярные очерки для школьников. В данном издании учащимся предлагается познакомиться с увлекательной наукой и археологией, открывающей нам тайны древних культур. В форме кратких рассказов и очерков раскрываются некоторые секреты археологической науки, а также наиболее яркие открытия мировой и отечественной археологии. Также уделяется внимание страницам древней истории нашего края. Предлагается ряд интерактивных заданий. Так. Помимо того, что мы выпускаем литературу на родных языках, по краеведению, у нас в нашем институте проходит такой, уже не первый год, журнал «Вицем». И в этом журнале сами дети стают корреспондентами, они пишут. И в переводе как? «Вицем», капелька. Дети сами участвуют. В школьном возрасте, да? Да, там и школьники, и более старшие. Тут они расскажут о себе. Интересные. Дети сами корреспонденты. Затем вышла также занимательная математика на мансийском языке. Помимо того, что мы занимаемся языком, у нас есть мы по литературе, мансийская литература, хрестоматия, мансийская литература, вопросов и задания,
использование мансийского фольклора на уроках русского языка в начальной школе и сборник олимпиадных заданий по мансийскому языку и литературе. Все наши издания направлены на активизацию познавательной и мыслительной деятельности учащихся. Мы очень тесно сотрудничаем с образовательными учреждениями. Как бы вот эти вся литература дается безвозмездно, но единственное условие, что мы просим заявку. Какая, если вас заинтересует литература, у нас есть на сайте нашего института ОПИИР, там вы можете зайти, там есть список литературы, и вы просто делаете заявку на имя нашего директора, и мы можем это вам выслать. oopir.ru. Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. Английскими буквами. Все у вас? Да. Все. Так. Еще настроили заложить, да, вроде как? Может, какие-то Так, вопросы? вопросы. Так. Да. Ага. Это я эту меня есть литературу я вопросы. сколько принесла для показа, можете как бы забрать. Во-первых, обратите внимание на наряд. Правда? Скажите, пожалуйста, это у вас национальный? Это национальный костюм, да? Помимо этого, конечно, есть головной убор не еще. головной убор, а косы, накладные косы. Так, И, вот конечно, обувь. обратите внимание, так оригинально, да? Косы, они обязательно должны быть. Ну, это как бы не замужняя девушка, она обязательно их носит. А наряд как называется? Это сарафан? Нет, это это Сфотографировать было. Сфотографировали? Нет? Сфотографировали? Наши директор очень хочет сфотографироваться. Ну, Да. это вот, ну, Так как что бы вот это вот Вы крупное завтра вот еще это. будете, Да, да? завтра буду. Завтра будем фотографироваться, да? Так, ну вот это первый вопрос. Второй. Значит, ваш институт занимается только разработкой методических рекомендаций и так далее для учителя или для учащихся И тоже? для учащихся тоже, да. А вы принесли что-то для Для учащихся? учащихся, ну, вот Мы что-то... А, это детские книжки, да? занимательная грамматика, вот А, эти вот дети это. вот могут, да, тут на хантийском, правда, языке, на хантийском, мансийском языке. Финансирует, ну, как бы спонсоров ищем и финансирует для отдела образования. Правительство Ханты-Мансийского округа, да. А скажите, пожалуйста, для учащихся по краеведению у вас что-то есть? Ну, для учащихся. Для учащихся. У вас там дидактический материал Да, для учителя. для Это учителя, для да. учителя ведь сказали. Но они там как бы Они и... для Нет, учителя. это для Нет, детей, нет, да, для это для детей. Для да. детей. Ну, а нет учебные пособия? Первый, По- второй, третий Нет, класс, по ну, по классам этого краеведению, нет. по То есть краеведению нет. пока нет у вас, да? Учебниками, да, занимаемся мансийский язык. Учебник, вот мы в прошлом году мы тестили мансийский язык, линейку 1.4 на родном языке. Мгм. А у вас родители тоже пишут заявление, чтобы учить кантейский, мансийский? Да, вот тут-то дело, что вот с сентября этого года вообще мансийский язык перевели факультативно. У нас вообще убрали мансийский язык как обязательно. Обязательно учить? Да, нет, только по желанию. заявлению, да, по желанию. И много таких желающих? К сожалению, мало. К сожалению, мало, да, Сокращается, сокращается. Да. 2 часа в неделю было. Мансийский язык. Там час на мансийский язык и час на литературу. Еще вопрос. А что вместо, вот было 2 часа, а что теперь вместо? Тоже русский родной включили? Да, русский уже. Тоже русский. Ну, только единственное, что, да, региональный компонент включили, и вот учителя мансийского языка и хантыйского языка, они вот переучивались этим летом. Кто-то получал образование там другое, переучивались. Кто-то на технологию пошел, кто-то на начальный класс. А вот почему вот в России нет такого вообще вот в этих национальных республиках, ну, убрали языки, ладно, но ведь краеведение-то можно оставить. Вот под краеведением такие хорошие вот учебники, как обязательно. Как обязательно, да. Пусть язык, пусть даже не язык, но хотя бы краеведение. Нет, а краеведение-то с этого года, с 1 сентября есть и у нас. Но он же не обязательно. Вообще ничего Опять нет. нет, Да. Если у нас Кто тогда коми было язык 2 не часа, изучает, русские дети коми язык не выбирают, они выбирают краеведение. Не все. Нет, некоторые вообще ничего не выбрали. То есть у вас предложение, чтобы все изучали краеведение? Хотя бы Что-нибудь. краеведение. Потому что иногда детям задаешь вопрос, назовите самую крупную реку республики, допустим. Называют Волга. Вот
давайте в резолюцию мы добавим. Называю у нас резолюция. Китай и так далее. Значит, во всех классах как обязательно предмет краеведения. Если останется один язык, один час языка и 1 час, вот вместо вот этих 2 часов, которые у нас были. Ну, нет, по этому предмету курс краеведения 1 час и есть. 1 час всего. Нет, если где-то оставили 2 часа, пусть уж неплохо. Но если оставили, да, если нет. А то ведь вместо коми языка выбирают родственники, знакомые. Вместо коми родного, вместо коми государственного краеведения выбирают математику, историю, русский занимательный. Ну, все кто что пожелает. Кто что пожелает. Нет, давайте вопросы есть, нет, Людмила Николаевна? Можно еще спросить, лесной диалект, это как, какие диалекты у вас вообще? Это немецкий язык, да, это, там у них просто лесные немцы и еще да, немцы, что поселение идет немецкий язык тоже. В мальтийском языке тоже несколько диалектов, но остался только один диалект, это сыдлинский, и вся литература у нас издается только на одном диалекте. В хантийском языке их 4 диалекта осталось, и литература, соответственно, издается на 3 языках, не на 4 языках. Они друг друга понимают? Они не совсем. Вот мне, допустим, ближе понятие ваховских, шурушковских, ханты, чем наших. Получается, литература. Они тоже, да, у них более сложный язык и больше различий. То есть у вас нет литературного языка? На мальтийском языке есть только один литературный язык сохранился. Только один язык сохранился. Было диалектов 6. Только один. Какие перспективы? У вас еще хуже. Все исчезнет у вас. Да, Ну, как бы, у нас лучше да, в сельских школах, вот так вот, допустим, кто приезжает из поселковских, там, жители, и они говорят, что городские говорят намного лучше, чем поселковые. Знаете, у нас Потому почему что мы больше как-то занимаемся больше сохранением и развитием языка. У нас потому что комивойтер есть, может быть, поэтому... что у них есть же, наверное, какие-то... Нет, наверное, вот такого сильного органа, как комивойтер. Комивойтер, да, у нас, конечно, в этом плане... Ну, у нас как бы еще каждый год проходит, наш институт вот занялся именно сохранением и развитием языка, каждый год проводим фронтальный диктант. Да. Коренных мальчиков мира, да. И вот все пишут диктант на родном языке. К нам уже подключились и заграничные, там, зарубежные, да, что Финляндия, Германия, они тоже, кто изучает кафедру, у них есть и родного языка английского. Также у нас каждый год проходит литературная тоже конкурс, игра литературная. Тоже вот именно она уже 3-й год, и каждый год она набирает все больше и больше количество участников. Можно вопрос? Да. Когда еще учились в университете, мы были в Нерсимболе, в математическом науке, в экспедиции. И в то время, в деревне нас очень удивило, у нас тоже в то время еще ходили в национальной одежде. На сегодняшний день в селе это сохранилось или нет? В Нерсимболе, скорее всего, нет. А вот именно в Сан-Пауле, откуда я родом, да, там женщины еще ходят. Еще ходят, да? Потому что там очень было видно, что это очень бросалось в глаза, что вот ханты, мать, вот именно ходят в обычный день, простой день, в национальной одежде. Вот у нас еще остался сохраниться диалект лозинский, но они не в самом Ханты-Мансийском автономном округе, они принадлежат Свердловской, да. Мы их так и называем Свердловские мати. Там вот полностью сохранилась культура, сохранились традиции, и они все, даже маленькие дети, говорят на родном языке. Вот они живут именно как бы так вот в лесу, больше в стойбищах своих, чтобы они полностью сохранили свою культуру. Это как у нас в Свердловском районе. Да. Спасибо. Ну, будем надеяться, что... Книги, которые я как бы принесла, будете разобрать, если вам Хорошо, спасибо большое. Вы ведь завтра еще будете, да? Да, я уже очень хорошо, потому что я не успела посмотреть, надо все посмотреть. Может, вы нам оставите пока, потом. Так, сейчас мы послушаем языки Павла Косолапову. Так, внимание. Это учитель языка села Куюдина. И у нее не доклад а выступление, как она сама говорит, и, извините, будет говорить на каком языке.
Ну, только кто не понимает для них. Все мы остальные понимаем. Так что, Людмила Николаевна, потом я вам переведу, если что. Может, кто-то двое у нас не понимает, да? Остальные все понимают. Так, пожалуйста, доклад на каком языке? Ну, очень не понимаю. Стану да ми кора прошал, ми куда шорник не комец, с нами кормим вылушено ми кола даштишна юртам, вылушено кодими шапшуно, аудитория лаз вылушено, вистали стишно лаз на комик животы сейчас, но артмиджик модного. Ми не могу ни город квес, ни методика, ни наука, вообще ми косевич там на сию, ми занимаемся, мы уроки освоить, как язык как государственный. И выступление с ним уж очень разноуровневое обучение. Стижнинар, скордука десламиан школа и комишиктын. Кожешуна чоктаман туга десна. Беладны комик кujurодной класс ясынлоис куимшикас комик беладыш. Джик рочелять, куда я сбульбула узой гагырвана. Коми миан коджа пьяны миан коджа комиан вороги тысячелять. И комик гагырвош, но абы шорниты. Стаса гагырвана, мукад с гашкой узбулящим, мукад с булёзермы шорнитна. Вот та тема. И уроки я свылась лоис зев гаштом. Свылась намой поки бокшенька коми я сыслы. Джик стала стоиться тая. А рочи я сысла гагырвана и участвовала в ученике. И начальником кутим коршни петантуес и восемь вот так чем учал чисто чукаряс он я требуючи нешками з групи С задужались на м'янкочка уроку звучання з помощью сартна групи С. Та його звіщта ми ставили з фоторія чи маєш наоборот, м'янчайтем шифтимо і та його тут. Значит, медведь юкшимой группы С была, вошнимой будовной, вочимой осталось сдачтесь, ну причем там тоже презентация забусы еще в общем, не шорни таком, и он будовной не маслами спас, вочим водяс, не коми морт, но обнамичая шорник, и кой модус бург, мы вели до комиков. Та я сулала, партия свула наснала на уроку заводича, и валасна, или ме вишта лашен местеса, за чукор я занимает лашен местеса, больше найвощене почали мені ці містети. І таким чином презентація зіліща, договоровоща, служуща. Зіліща стає роча, договоровоща, под'ясо за якосими шорнітне, і кужуща, под'ясо шорнітне, мія чужанку вірно. Вот. І берем текст єс, воч удачно має текст єс, текст звешлася. Пожалуй, наверное, мы кувесис. Сейчас я скудясь, вот там аккурат. Белый сейчас ищет класс еще заводить на белый комик программа ширки, вот что купечены. А уже я уже джик торьяланы. Вот тая зили честно. То есть вот челядь. Тади заводить на наши насупся. Гогорва ущес. Наван мурца задание с щеку джикашным уже. И кужи сейчас. Кужи сейчас. Белый на пошки съезжа. Мы чужанку белый сейчас. То есть уже я сослан памятка смс, когда сан я там тетради смс, когда доска на мы как рама бумага я сан ставу сушала мотай знает это на и чуть классический надельником купечеман. Таджи я скажу знаю училась на и заводить на юкшину то домон ясен. Юкшин будет группа, а сейчас учится вождь. И мы тогда быть вот вточеляться на утром это заводить на вот сочно. И роча со слабым гаштом, и кумья со сочно чувствует на как бы роча шарнита сейчас слабым гаштом, и кумья со сочно чувствует на как бы бело сейчас выделим или мали. Вот. И начальника не ужваляешь. А че тут ну-ка говоришь, еще лучше встала, мы так кубер после лов. И Оскар говорил, а челянец, вроде шарну ты сейчас лупочка встала, что с ней, и угодно заводит достаточно начальником. Сейчас, ком еще мне кула урок был. И
Рочес тоже хоть бы. Я чаще словарь езжу, как эрона, а отцах совитищен йортуслиш. И сейчас дикач, вот я уже коли говоримо комбинация, но шорник на роча не объясняйте, на виштала на нала. И вот мы, тачем ялос, мы вольторс этот малый текст, уджесыш. Прочилять, но озчик сразу правильно или мили, а начали на западе там и говоримо, я вот это понял, я вот то понял, как бы основа свящи люба, мы учись мыка артмис. Вот. И помощен он же касается уджес, гижар уджес миналочи там, туда мы не звучатым могущ. Коди кучевермас, вот что Ашинус туда место урок был кодес баштисна. Тая ичет класс ясен. Эно думаете мы, так что ичет текст я скончен, когда я более примитивно, что ичет же класса было чищесло або. Вот же класс ясен, текст я щек там, причем мы больше там с комиков, комики же счастливы. Комики же счастливы тексты с собой, там и код я с школа sa программа, была ли чужанка у кучеродной и кучанка вещи мыка чужан. Кучанка вещи мыка нам чужа интерес, мы комьян черный прищелять, заводит на луткина тая текст ясса. А текст из учебников, текст я с учебников. Все, что, комики же сейчас художество, литература, история, да. И вот от класса, например, уже больше там это видит Иван Торопович, уже же текст есть. И тая ос повже дрочен черный тысячелетия. Одна и мы так будмисно, мы так совместно, и бара сиди же группа ясен то. Да, не то jedna na sebe s nami, tak no, už by zaučili ste mojkasa. И вот видят, довольно таки шоку да ще екстреси. Но, рочили, дис, например, коршено тот са гудяс, гудте час яс. Видите, кода с ними чече класс ясен тот малисна. А коди рочен шорните, уже нало, чок там корш, например, шелом ловче дышку вес, шелом гулом ловче дышку вес. Более пудишань бы те видала, то есть не бы те пусть бы литература, скажем, соршище, не он литература, и та я, кажется, мы комичили, дис, может так се вошну. Вот. Интеграция, да? Да. Вот. Просто юало место выделили, я бараша ручьясисла. И видим, тачем текст я сбора, скажу, разнообразие, что мы рассказали. Тачем сейчас физминутка есть, тоже мы первые пьесы на выпить карлимы, жетон я сказала на, жетон я совычем баража комьяншорный тысячелетний ручьясисла. И та из ее накажет, если мы когда мы больше не более даже мы сказали, мы так вот там, но я стал с девригом, но я не думаю, что мы дать урок искать еще. Допустим, матушка Йордора дала под шпиль помаз. Я не могу курить раз человек извечерно и тогда и мы упала на, мы все пельпом ассоциируют на куда мика и когда зашорник на матушка сейчас, но честно действие затая уже на мика споровит, лучше здорово, что добро подлав. Вот. Да, и мика. Вот и физминутка, а сам вот знаешь, осмысливайте на Микола, тая стовочня. Си оза, гашка си оза и виж там за den weg da подлав далог, да си оза гашка и кут шорник несе. Мика, либо берга час гагор. Вот, да. Пукши места. Вот так же. За интересное челядь, думаете, на меня самому чем чурается, больше такое мика. Более примитивно ясно. Вот. Допустим, учика система, вот они нам естественно, как они мои видали мои учика система, потому что там будь яконош просто текст есть, не на мабу хатам зачем. Не на мабу просто текст есть, все вычанут, вот если как я на такого, вот чудо вычанут и все куда смейка корни. Не эти урок было нужно. Вот та учика здесь, вроде вот челядь, мы так и говорим. Мы тоже помним, если какая-то хорошая школа нужна. Вот так же мы квесы, скажи, рисуйтесь, картина. Так это же художник, знаешь, который нам и как раз. Это же художник, либо мика
совхоз, например, либо часы, корка. Мы еще дальше думаю, что часовой мастер. Мы так кутишь, да, часовой мастер закажала. А воломка часы. Вот та же лучше костюма, я спочила тоже на день контент мало. Вот. Помним, да, ради ты сейчас держи, малым, вот чекарджик мыка. Уже я сыща, так что чем текст, еще и уцелый, вот, допустим, он и на вид классом, хотя мне вид так в этот класс, учебник я замесячу, макажи, чем заводу дать, лучше бы счастлив, дальше ты счастлив, больше ты счастлив, хоть ужасно. И вот, например, они внешность того, где сорт сюда, щам довели до нас. Это немеш кубес, вот та же текст я кубес чуть, вот согласно вика. Все стемается, ну вот, на суде, влади так что чем текст я главный текст около удачная бурлина. Зевьона, зевьона, челя дислы. Вот так чем куим щика за черный там челя, куим много черный там челя дислы, кажет чены. Так чем мы каясы. Все сподигнули на будь школа. Так там-то будьте все невзрачные, пять как сейчас. Просто черпас не на битягу и тут мало на ее и баража тачи вот та есть мёга тачи это мига складывается а будем индивидуально и вот та как раз карточка если будет удачно вот допустим было мы черный такой я и ухо сейчас моя задание остается спускала на модлан бурмы имела да комиков а сейчас будем туда не больше и заводить она Вишташно. Чик стався, ну я ще стодерно. Я ще туром пуктам такой мика, сички шума. Вишта викова, ноги Артман, ноги Шоян Юан. Та я рочесло и Артман. Ну кот кывшика се заквес. Шам юла чай, например, да? И вежлак шерки вежлашен та яко место задание. Мукадырийская группа, мукадырийская группа, говорю-ка, вот там, например, группа. Первая группа, все виды работ со словом молоко. Но на ее же как и процесс блюда движения. Все знамые. Грамматика, обучала мы как и помнишь, это чем шама предметный ужас, вот который предмет было, вот как раз метапредметность, помнишь, и там все метапредметности, например, Гижа и комин ёбкул, биология, наука, бокшин статья. Найдете кишка отдельно, туда либо хужем колыбачка, например, жонили. Вот бикинь, да, ёлога, ты меня, слава богу, айти бать маму, что меня, например, будет классом, суджадану. Суджадану, пожалуйста, что будет классом, как я на 10%, меня парта власть, бикини, да, ёлога, с пошки, может быть, на мне все будет. Меня тогда не можешь уже ёлки, меня районусь. Где же да, котка не нос судят, и на если вот сенче помните, бикини доктор шорас там микалось, лайбача силши там ида, который дехтышка шамозрачно сатиш перепишет основном, нет, зато ужало на теле, зато шуму меня оба путали, оба вычли. Вот. Ну, та я сама Россия, если вещик мечай там мыка. Класса, скотёти коми морд пукала, меня зрубура голосы, так что попроще. Скотёти коми морд пукала класса, а мукад я се срочиш. Артмас, все равно артмас, я оти коми морд сунда, считаешь, бун и тогда мун се рочес, код я часто самым кань пань туда. Но мне не покничек, что таким ёлам щиктами. Мне искусственный рочес. Вот, есть это. Uđući klas ja sam muža od svijek, od jasnika kerisna. Uđući klas ja sam od te gažbu mjesta, kod imamo kod učebnika, kod javno naše, kod bosovske učebnike, ja sam stalo s ročakom je, tomu na tajnim tada na prva grupa, utan dva grupa suđala. I ne samo тема шаркейшего эти тексты отсалы некому тема и тачик челяди заводит на рочен черный челяди заводит на выборку. Пеш хорошо, меня абу сечем микес, чужого, но вишталантор, мы занимаемся если вишталан. Да я оломус мяны тачик скоро тут кисну. Вот. Так, вопросы? Да, пожалуйста. Первая группа стенку уже сейчас, другая сейчас, огонь Первая группа из Миян, Зилю сейчас, мы это.
Zili сейчас, Гогоро сейчас, Кужи сейчас. Zili сейчас, то мыка, навещи, реалистила, потому что прошлое, что эстетика обобщать мыка. Нет, выглядит зел скромная, это. Видите, навещи, кто реалистила, потому мыка. Бур, мы не вела такого мыку, на Зили сейчас. На Зили, на Новозарт, на Озой, на Тодно, первый ставил что, видите, конечно, корная лоб, вот отладисна. Нечаянно, конечно, меня возмущает, что мила сидит вычестно, стався будуртисна, служда класс, троштисна, комителеца. И мыка. Вот та Зили сейчас, если кто реалист, а вот так мы. Гогор сейчас закужи сейчас. Тая, Гогор сейчас не коми мор, но огна вичара шорни. Вот тая Гогор сейчас, знаешь, Гогор вон джик стався. Мука действительно возле вермы шорни, сам куда сус были считал шорни. Вот. И кужи сейчас, когда я не можу ворочать. И ставим с эти классы. Ставим с эти классы. Ставим с эти классы. Сеша, и вот так же, да, мы все эти, по-моему, потому что так же эмоционально, вот, я видела, тая окилист, я пурнарочно даже пукта, ну, который сложено, это мы песос, мы коммеморту скорее, если это. Ты меня распутайте, ты меня знаешь, куда тлам гижем, мы раз перепутали, мы нарочно, думаете, сейчас котцу, почтасно, вдруг мы сейчас, мы как раз, почтасно, кружу сейчас, вот так же. Наверное, да. Да, наверное, нужно. Если так, кажется, вот так, мы сейчас моя сейчас да, мы же шли, мы три свечаку группа. С основным мика. На лучше встречу, да на то, на ужин, вот мика простая света. Эти букшенки не кодят, вот помаша, вот как раз я меня предмет, что я на пергиш. Стався йов'юш, а навіть Гогорвона, вона лише свіжа гішнуся щоку, свіжа не суфікс ясти, форма, коли форма се путайте, и вермас на одни вещи, я это не умею, а я это не буду. Вот, и мукодриску им пелеюка, мукодриску пелеюка. Вот, все, у меня все еще будут вопросы? Нет, да? Так, у меня такая рекомендация, значит, ну, как бы пожелание обобщить опыт работы. Вы, пожалуйста, поделитесь со всем, что у вас есть, потому что это будет интересно и другим учителям. Вот те, которые не все понимали, значит, разноуровневое обучение. В классе сидят, которые очень хорошо знают коми-язык и сами коми. Нет, я для двоих, которые гости у нас, вы не понимаете? Они же не понимают, вот слушали. Вот, 3 группы, вот, зилища, то есть дети, которые не понимают, но хотят зилища, хотят узнать. Вторая группа. Третья группа, которые что-то понимают, но не могут еще изъяснять, да, общаться хорошо на родном коми-языке. И мне кажется, вот это очень интересная работа, очень интересная, потому что вот сейчас как раз очень много таких классов, где все в одной куче, в одном классе, а дети, которые коми, очень хорошо говорят, как вы, да? И дети, которые ничего не понимают, которые что-то знают, но не могут еще общаться. Между прочим, это очень хорошее разноуровневое обучение, разноуровневые задания и тексты. Смотрите, они сами ищут, не из учебников берут, а сама ищет тексты. И поэтому, пожалуйста, вы соберите все эти тексты и поделитесь. Нет, лаборатория. Вот, пожалуйста, лаборатория. Даем потом задание и обобщать будет опыт работы. Вот я уже чувствую, что она прям смотрит на вас. И дайте материал. А вы что? Ну, все-то нет же, наверное. Мы просто, мы как раз, мы словно мы сидим, вот еще не пигас мы как раз, мы же что, мы сейчас видят твои класса учебники, кажется, и мыка, вот когда петь я же видно вес вжалась на мочку, и мыка, борьясь локти с никуда, и вот видят лайк.
Селито уже, вот рочен шорнити шилек, да гогорво сейчас делю на задание. Но бана, шетемани, но бана шредмито. Чи комен шорнити сейчас свежа чаква, они нам все нас колвачный мало. Туда мне и то все Образно говорит сама. Первый, сейчас, меча у нас потом не мы роче заслужили. Тачем шама ужас, мы роче заслужили на нинам, между ним все комики как родной. И кортаджи гудур гадр тисна. Кожним буршунал и мы и все кортаджи вычислили, даже все равно оглавлячили, мы перестраиваемся, докормаем эти. Именно вот эти тексты со сложными современной родителей литературы. И вот выбирайте здесь тексты, и вот ручья, ну не намазочно, без действительно, на выборы не интересует, мы там мы оно коло кожи вот так иначе не конвудим. А вы буду вот эти наведены на вот эти тексты, но физически выроки заскоршны. Но тексты, вот сало, мынка, не эти тема была. Позже только вот задание удерите чуть-чуть. И мы как раз не эти темы было вот салат. Все в основном вот так, куда станешь уйти, если столько я сопечала, мы нарочно, кстати, дачи баи, и конкретно думаю, партия с власть, куда мы почта. Вот. Мечтали же, мы уже мы как-то не можем, да, и мы же корревали, потому что поступать мы же с новой белой сейчас, вот мы имеем белый сейчас материал. Сейчас мы вот тексты свачена числительная слова и сидь в очи. Вот так я смела, например, Бори литературной шорни вышла на клуб, то есть и света. А вы куш текст есть, я еще просто задание. Вот тачик. Но bu черня пужаем зумы кюптечас. Вот тачем веледишьясы скамьян республика Сунджуклова комиков есть. Сергей Иванович Озбыр. Нет, ставим это сейчас асместа. Мне кажется, ставим Да. Асместа ставим свелодиш, ну и всичко, что мы изъяли, ставим служало, тем более, когда я все с переломным моментом участник, когда мы как раз чужанку в саму родитель. Вот. Давайте участвуйте. Та тема сейбочтень. Коми веледиш. Ну, мы поручим, никто не успел. Медведь поруч я со половушины. Поруч я со половушины. Олова я со. Вы уже 9 класс ставила, сейчас, например, заводит там тексты особые. Так, Юргеса, не оно ти доклад, зевиджи датте. Просто благодарность за это. Так, значит, еще один доклад небольшой. Значит, Ольга Тихоновна Кайкова, преподаватель филологических дисциплин в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени Куратова. Значит, тема по литературе, она преподаватель методики коми-языка и коми-литературы, и поэтому свою тему она скажет. У вас по-русски как коми-доклад? Коми. Коми. Хорошо. Так, на коми-языке, но русскоязычные поймут по слайдам, все хорошо, и какие-то я постараюсь приемы перевести. Сейчас найду, где это, кто работник. Так, вам 7 минут. Так, 7 найти бы еще. Потому что ваше время 7 минут. Я понимаю, но я не знаю, как открыть. Потому что у меня выходит по-другому. Ты точка, пока думаете, значит, мне надо 1, 2, 3, 4, 5, 6 резолюций. Так, значит, всем нужно нам подумать, какую резолюцию от нашей секции завтра мы будем озвучивать. Флешка. Завтра мы как-то об этом поговорили. То есть эта резолюция уже готова. Да? Сказали, пожалуйста, каждая секция в конце домашнее задание такое. Завтра вы приходите, завтра принесете. Вы приходите завтра. Пожалуйста, тогда примите. Вот в конце, на обратной стороне вы можете все добавлять. Вы завтра будете? Пожалуйста, прочитайте. Значит, вы завтра будете, да? Подумайте и добавьте. Так, добавляйте.
другую секцию, но вы передайте. Только что вот это не вернулось, знаете, да? Если нет, вы сейчас прочитайте и добавляйте. Сегодня, вот пока выступают, так, добавляйте. Так, пожалуйста, Так, видела, даётесь. Итак, очень к минам тема, что прием целеполагания на уроках литературного чтения в начальной школе. În școala așa nărvișeasă și te особенно челядиш величина кужану. Артмадный метапредметный кужану не основан или регулятивный уды. А смолов регулятивной щикас уды ясы медводжанин да мог суртадны кужану. Артмадым. Мог суртадыны став урок чупады. Но тая спочны тор янин тачана урок вучвылы. А лыдишан урока гижедлык детыч. Цех челядь гагарвоны, мы тадыны, а мы остадны. Дальше ой, люблю тор кучам мы чадем, мы остырны, мы паланы кучам тует, кутасны монны вильтор воштикан, лышедны уджалы мышар. Методикашны сясын пырджык мохлуктан прием яса юкланы аджамда кылым бокшен. Сиджетая мог яздора матышчанно бокшен. Видедлам кучам мохлуктан прием яс поже пыртны, иче школан комелы дишан урок ясы. Уджала многос, нимты массы бокшен, кучам пертасы, то есть видер, мучишан тая мог ясы спырвылы. Пословицы. Но шуши дязи социальный джик купертан стукас мотивирует на уджвы. Челядь видены шушекса вермасланы мотивирманы слоны неким шуам мота дуджин мотьяму мота дуджин мичмада. Человек в работе очеловечивается, да, человека работа окрашает, да, и сечь. Esseç, yuvarlak, militaya şuşe, kodlaşaca şuşekse, yaz, siçke, a mıydı şuşekız? Mortılış, ucala milişte, peki sen ne teşke tiyantaya veje şuysi? Da, siçke mikolovичны, ucalne, вот там никутам, сие свочны. Либо вермаслона мика, та еста, сылочковсков сичуч, подвелиш шуаны, чущилиш. Ты косяны метаджи тианилиш шун, косян, ваяса водитамай. Но та вот тот момент власть, да? Мы вот прием сотты к давай слово. Вермаслона та схема став урок власть, но держит та кухню. Кор на челяди сымын величины чорник уже сетечны, научный чорник уже сета, и та схема слышалась сымын эти уроки, некому уроки, и что соттаны сымын кысы. Практика вылым тудам студент яскат школа ануджала, и на зачем это чорник уже сет, помнишь, они заудитас, да? А та именно веледе кола на ногу чорник уже сетечны. Ну и кушам мог яс пуктам, да, найсымын соттыны кучам какую яс. Шуан атмы налан тачын чорник уже. Ми вермам соттыны веледышис, либо сиджи и коля, да, на кутасны помнит, разные могут быть. Опоры существительные. Будет прием. Тай чорник подводящий диалог пырчилять, когда мы мёк туды. Шуам север маслом не выбьесам ребус, автор яс пырыс, да, майка карам сеща, мог яс воа. Урок вочвылы, но видлак было, да, мишари на то, ване вьежит мой, кубур ясли дян урок вылы. Мы тян кажет чето, а кучилы дишан урок вылы позже тот мамы то вилиш. Людьми сеща ребусом питам. Автор яс вылас мишари на даване в так видно господина Топция, да, и сечка. Майка яса, сечка, мы не тот малый код юлиш микута, и сеч Александра Мишарина, гижат кутам и Альберт Ванеевич кутам. А мы мёк тудой, и сеща вот сие тече, и еще мы никуда больше не как гижат, у школан поджиг, эти либо вещи, как куим гижат вещи, огненные мы не выйдем, мы вечны. Орчерны. Вот
те не могут, но помас сеща, да, юалан пасыс, а сеща олуга цичими промежуточная рефлексия. Суфла, мы именем тудмали, мы не игна тудмали, цичка оджелуна, да, вот та есть плюс есть, минус есть, ой, будете урок помас, видели правила схема у вас, будете, но скатая вот соушила, мы будете, да, либо пучка сидит. Мои карнетечные делать вермасящие сурса. Мы же здесь вермаслона кадак, опоры глаголы. Север маслоны черник уже заводит, чем самым, да, лытины тудман турьедны. Тая чош вермаслоны, но тая джуджу класс я сынен держи, койме нуле класс вылын, чокда джилан и школан, так чем прием ясы гижамани и урок очень, либо сей ушала, мои классы, казалось, тая кубьяснас, и на челядисин формулирует тая мейкэс. Тая унджик, эчаджик, либо щуршен, пыршен, тая, когда кубьяса позже мейка карна течны. Что Мартушан Купальнича пырая вещь, лыггены вещцы, гыгорваны щурасы, и цываснамый миян кыгижет, да, орчеты тая кыгижется. Вот могьяс присутствует. Сейчас держу урок по нас, да, мы вычим на этой опорной схема от нас вычим как карты. Да, милый кимсичка, гагарвоем, мы гагарвоем, орчадим, мы откодис мы то яланис. Все же варианты основные на мырчик, да, все предложения, задачи и помартам. Коломейка карна поман. Октот, окуш, окверме, тай сижева Жанна Генриховна питались, будя конференция вылаз, статья, а будя еще будя знаем, да? Вот месяц службы учти. Солнце будя гижама и ручьясли, комьясли, были куди лучало комьясли. Окверме мы вочли. Ставы слыпки. Да, вела. Но тая вермаслоны быть сощётник уже я смог яс. Все кола вот либо ежика вела дышинский жас, либо даш щётник уже я смог ясами щёчен большим пуктигом. Шуан чистали ланки штеки векюга, дикацала турок кыбурьяс вела урок вочас, да, и сыч. Щетама кывьяс. Челядь лыгдя. Мы отуфте тая кывьяса, то вилыш. Вот меня то лыты петис. Мы на меня мешка тая кывьяса щетама. Сичка ми кутам юашны, веладны лыгдины то вилыш. А кучам жан реверна лыгдины, да? Кыбурвиш жан, кыбурвиш юалан пас октоды. И сич мы не аны помашечны. Ну сейчас бы нас ужалымы, да, баража петам сывала, но мог ясы пуктам, окнин опорной када кывьясын, либо эма кывьясын, а быть сощёрнить ужасын. Тай челяди векже щёрный сыл, план щама, а тани векже щёрный ужас и щёрный сыл. Ну, могут свермаслоны величины разные, и челядис разные. Вариант все джуган план, деформированный план, да? Север маслоны разный, но тани век же корчелякис на самом мокса пуктаны велаланы пуктанысы. Си сюбокшен позже мы карны тая прием собычный, сывы нами могьясис гижамаш, но абу щершен быршен. Шуам Геннадий школан туладует, сылы на заводе течно самогьяса, щетема, но и сеть, челядь выдяны. Ми вермам тачи ужамный урок вуден. Ми вермам лыддины гыгырваны мой вещурасы лыдден бырым. О, сечка мой коловычнысы, медведче лыддины. Ну, там и велодуши либо сетче вермас. Они технология шети Оланд у нас урок умас, мейка карана тут машина. Тавасна вермаси будящий гази спиштяна сеща была свечевана. Варианты суна. Вот течены, щершен поршен, и сид заводи там учану. Вот цей план, и мобьяс, и урокослан планы ставыз. Джугам абуджон план. Спира мейка карана шерпер течены, и сич. Лыгдину
Куратовы закозловы гижадес, величины шелончали виды гижадеса, гогованы гижадеши шурасы, течим шершин башин. А вечерной, а мы не шок тудой. Учен нажамен гижадес. Да? А виян, как гижет, сечка, кушал мог еще грамм повтыны. Орчерно такое, как гижется. Да? И сотты мешаться, как мейкер мог. Но вот вермас он и деформированный, еще раз вообще не шуам. Минам человек аву. Гижен, как он гижен еще раз. Выйдены торополыш, ты я вещь, да? Тут мощный торополы, ну он туе, дунями гижен есть. Все, ты чем шашин вообще? И сейчас, вошти небо, кучамия, кутам выйдены торополыш, ты я вещь. Выйти вещь, а? Аву, да, ты я. Если челядь, лытей кучам, да, лытей, да, лытейница, кучам на гижет торополыш там надели. Тян. Но тани юаламис абу, да, а тани. А мы не сейчас ешина кучам мог мясута. Мёкта-то не все тянес. Ешете мог, мы все совершенно стянес. Ну, урок по Москве навечатель. И тая майка юканас. Абу индама кучам майка с тянеслен вежертасис. Тавес на позже индене шуны. Вот, тот малый, уджуджик. Чой воклыш, мы все тянес. Кодесия. Но тая таблица с тянес ставлю труца, зухли, захаули, да, как нам с позже бочне куча моган се вынести спыта. Шуам, тогда косята тот малый, шуам мы кында, тая вот та чем сатмас, самым автобиографичный неангижа, дискутам движение пьесы, вот тая лущалась, таяс, да, шуам мы кын, вырса Коздорын пьеса векже тыдмала Козлова Шакова, да, Лина Козлова Шакова. Мыйная людивость не дермасна мечта. И сеч, мог я сетная течен, мы костяны штата видели на Козлова гижи. И урок помас баража мейкара. А тае стабица сапоже перпетне и горца учбыла петне. Шуам сайвен джуля дыршаола мишвиштен. Туда, Виктор Савинов, туда. Ну, все мы налытлены. Сеща, урок вылаз, урок помас. Вы дисны, и уже мы нами тот малым Савинович. И Джуля Дышаолович автобиографичный, мы съежба вылен, трошиптен цени бежамата, им чой вок непрямын, абунауна цени. Так, маме, милый мам, олис, дырсыва с нами, сеща качествованность на чужиста, и гиждествищтес. И вот сеща горцауч, а мы на кусяне тот манс, на егижене и сич. Вот гортен тайси тот малый, да? Чем это урок классный, да, ну тавишта нам. Позже и вот весь чертами коршными востер юзвет. Да нетка, тай прием зержа кокни да позже катаджик могу смыр. Урок случился каждый лам. Ваш материал, тай тестовый такой материал. Чижим юалам. И сич. Мешита юалам, кагалан таблица, пункта додак встречать плюс, оска минус ли, но минус остав, да? И сич. Тае куим юалам ваш материал шертист. И нам проверите, как, на, чижим нас считаем, на течение сейчас проверить. Сич куим услан стал, куим учек глаз ставлан плюс, да? Ставлан тогда. Мы не ставлан на такой учековис. Все остальные тайс выделали класс на самом деле. И сич. Сени ставлан разные, коднанка плюс коднанка мен. А мы ланы, да ми тайс окна тадей. Сичка могяс бурчик вот тае к лоас провылын сывас нами. И сич. Мы не мяна коло тадмами. И вот тае мыйка нас знае. Сичка тадмами ирка бастае баралыш, али котка или мыйка, да? И вот тая юалан пасес може пуктаны, и юалан к вуджас течны. И вот я ну если демыш.
урок пума, стаясь еще таблица с вичетом, и тавы не могу вичет, а сам тавы тестовый мейкл. И сейчас могу я с мен подчислован, да? Подчислен. Ну, мы. Всичка мог султадан прием, я сотцаган вела дышнырча да челяде спуктана моге саскучас, та я вела дышнырчелять, как мы дамы черный, та весна кола мы пуштаматично юалымес. Мог пуктан учись классы щек там мы в классом почелядеше там Джон черный пучая самогес, такой мы дюлет классом турмана и квьяс муджетес. Нюлет класса мог я сапасьям пылвылы, та я уцала свечный кывка, та дурок щерти, кухня даст вела дышлющицы. Таджи ужалама сымадан величину пужанну, то есть регулятивно уже. Аттик замыш. Пожалуйста, вопросы. Мен заинтересна, ми были учителя, там УВС нас, но ми учителя шеку да програмда, ми карам, века тарам, века учам тоже. Обычно от студентия со студентия, на петен студентия соста, на осталось на забора ориентирующие и тоже кучиная учитель. Шеку даже, озышка, но не ставан курам, ста предначертис. Мукот предначертис опора сами радиками выренщи и все кухнеды, да? Вот час течи. Сеща вуна демек вуна кашлама кашлай урок маставу се и челя дислайче на тамайка атма Там с студентия составляли на первой еще не знаю, для меня вот учителя совершил какая остался. Я даем, как начинаем методику сразу, потому что они идут на практику, чтобы эти все приемы знали. Ибо без приема как, конечно. Все то, что говорили, конечно, Бог выводишь вам на меткитах, старта да я какими нас тоже прочитала, вот читала, формулировка. А методических рекомендациях, да, пьяного нет, не готовите к учебнику. Книги для чтения, она готовит сейчас, да. Учебнику, у нас есть учебник автора Ведетникова и Раевской, да? Их нет здесь у нас сейчас в Республике Коми, и Раевской нет вообще, уже давно ее нет. Ну и вот дали задание Ольге Тихоновне разработать методические рекомендации вот к тем же учебникам, да? Уже календарно-тематическое планирование она готовит. Ну, я думаю, все эти приемы там будут, да? Ну, я да, думаю, все приемы будут. В принципе, я в своем учебном заведении выпускала регулятивный УД, формирование регулятивных, антиципация, прогнозирование. Все почти для студентов. Для целеполагания. Ну, кор напечатает. Пишем сегодня, а через 5 лет напечатают. Это же важно. Да. Нам электронный вариант не дают. Не все дают. Мы педколледжин вышли методичка. Ну, это можно, доклад возникнет. Вот, презентацию можно презентацию все можете взять. Использовать. Сайт, да, прирост сайт, да, давайте прирост сайт, сервис презентации. Презентациями можно пользоваться, а методичками, пока они не утверждены министерством, пользоваться нельзя. Это вы знаете. Так, ну что? Мы сегодня прослушали 8 докладов, из них 4 на русском языке, 2 последних и очень это хорошо.